вы заплатить, если случайно разобьете или как-то иначе испортите товар в магазине? Риск случайности гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. До этого момента все риски, связанные со случайной гибелью или повреждением товара, лежат на собственнике данного товара, то есть на продавце в магазине. Есть единственный способ обязать покупателя оплатить разбитый товар. В судебном порядке магазин должен доказать, что покупатель нанес ущерб умышленно. Покупателю обычно рекомендуют настаивать на том, что товар стоял неудобно и поэтому он абсолютно случайно его задел. Должны ли вы сдавать сумку при входе? И кто виноват, если сумка пропала из ящичка? В соответствии с действующим законодательством, покупатель не обязан при входе в магазин сдавать свои личные вещи в камеру хранения. Это его право, а не обязанность. Сдав сумку, покупатель заключает с данным магазином договор о безвозмездном предоставлении услуг по хранению своих вещей. Принуждать покупателя к заключению такого договора не вправе никто. Обязывая сдавать сумки, магазин нарушает принцип свободы заключения договора. Магазин не вправе также требовать от покупателя при входе в торговый зал предъявления приобретенных в других магазинах товаров. Имеет ли право охранник досматривать вашу сумку на выходе? Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Таджикистан, досматривать личные вещи, а также производить обыск любого типа имеет право только полиция. Сотрудники магазина не имеют права осуществлять личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при гражданине. Лица, имеющие право на досмотр, указаны в КО, АП, частные охранники там отсутствуют. Они имеют право задержать правонарушителя и передать милиции. Кто виноват, если вы отравились продуктами из магазина? Согласно законам Республики Таджикистан о защите права потребителей, каждый покупатель имеет право на приобретение безопасного для своей жизни и здоровья товара. Предприниматели, продающие просроченные товары, нарушают основные требования вышеуказанного закона, а также других законов и санитарно-эпидемиологических правил и норм. Продукция, у которой истек срок годности, является некачественной и даже опасной, из-за чего предоставляет угрозу здоровью и жизни человека и не должна подлежать реализации. Если дома вы обнаружили испорченный продукт, согласно закону вы имеете право отнести товар обратно в магазин. Если у вас нет чека, это не основание для отказа в возврате денежных средств за испорченный товар. Запись камер видеонаблюдения – доказательство того, что товар приобретен именно в этом магазине. Если вам нагрубил сотрудник магазина, нарушил ли он какие-либо права? Да, сотрудник в таком случае нарушил право покупателя. В данном случае покупатель вправе обратиться в полицию или в суд о защите своей чести и достоинства. В первую очередь покупателю следует обратиться в магазин, в книге жалоб описать ситуацию. Эта запись послужит основанием для работодателя магазина привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника. Имеет ли кассир право отказаться продавать товар, потому что у него нет сдачи? Продавец обязан иметь или обеспечить сдачу в любое время работы магазина, в том количестве, которое необходимо для расчета с покупателями. В типовых правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин четко прописано, что руководство магазинов обязано обеспечить кассиров размененными купюрами в необходимом количестве. В Гражданском кодексе сказано: отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. Отсутствие сдачи не является отсутствием возможности, и согласно данной статье Кодекса, продавец не имеет права отказать в продаже товара по этой причине. В противном случае покупатель имеет право требовать книгу жалоб и предложений, обратиться в Потребнадзор или подать иск в суд.
Какие покупки можно возвращать в магазин? Практически любой товар и хорошего качества в том числе, за исключением продовольственного, можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Причем в счет дней не включается день покупки. В законе определены основания для возврата. Товар не подошел по форме, товар не подошел по габаритам, товар не подошел по фасону, товар не подошел по расцветке, товар не подошел по размеру, товар не подошел по комплектации. В законе Республики Таджикистан о защите прав потребителей есть определенные условия, при которых можно вернуть товар надлежащего качества. Должно быть понятно, что товар не был в употреблении. Должны быть сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. Должен быть товарный или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. При утере чека можно ссылаться на свидетельские показания в подтверждении факта покупки именно у этого продавца. Если товар ненадлежащего качества, бракованный, возвратить его продавцу можно в любом случае, даже если этот товар входит в перечень товаров, не подлежащих обмену. Возврат денег покупателю за возвращенный товар производится из кассы предприятия на основании расходного кассового ордера, в котором указываются паспортные данные получателя-покупателя.